Добрый день. На прошлой неделе Конституционная комиссия, которая больше года занималась переосмыслением нашего основного закона, все-таки вынесла свои предложения по 3 и 4 главам. И мы сегодня у нас собрались два представителя этой комиссии. Я не в счет, я в эту комиссию не входил. Так что мы будем говорить об основном законе, об изменениях и вообще перспективах нашей Конституции и так далее. Сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Астамур Таня и юрист Саид Гезердава. Оба они входили в эту комиссию. И мы сегодня как раз будем говорить. Я начну с Саида. Саид, вкратце ты можешь объяснить, что такое, вы предложения сделали, они касаются оптимизации исполнительной власти и перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Вообще, как это все будет выглядеть? На самом деле мы довольно долго шли к этому. Я думаю, что не сразу у нас вырисовалось, конкретные планы по изменению Конституции, они не сразу вырисовались у нас. Мы долго дискутировали, очень нервно, надо сказать, дискутировали. Но в итоге, я думаю, что какое-то понимание по поводу того, над какими главами мы будем работать, у нас уже было. То есть мы понимали, что это глава законодательная, исполнительная власть, они связаны друг с другом. И мы думали о новой модели государственной власти, но какой она должна быть, и какой новый механизм сдержек и противовесов должен в ней возникнуть, мы дискутировали, но как-то потом все-таки вырисовалось. Я хочу сказать, что это благодаря усилиям двух Астамуров, Астамура Абба и Астамура Тани, они взяли на себя такую инициативу, они предложили ту модель, которая напоминает, но она в процессе, она все меньше стала напоминать американскую модель, устройство и отношения между исполнительной и законодательной властью. Может, зажим, как в Америке, кто знает. Да. И но мы как-то ее попытались адаптировать. Нельзя сказать, что мы только этим занимались, потому что имплементировать надо, но надо учитывать реалии, надо учитывать конструкцию власти, которая уже сложилась. И поэтому, конечно, мы ее адаптировали. Но тут еще интересный момент, и как-то немножко так опускается. В 2005 году Сергей Багапш создавал эту комиссию по конституционной реформе. Тогда немножко по-другому работа строилась. Была комиссия и была при ней рабочая группа. И рабочую группу тогда возглавлял Тамас Кецба, и я был в составе непосредственно этой рабочей группы. И к 2008 году тоже очень долго, 3 года мы работали. И мы работали, получается, над 4 главами. Над главой о законодательной, исполнительной, судебной власти и внесении изменений. Мы не трогали главу местное самоуправление. И мы тогда что-то наработали. И сейчас, кстати, какие-то наработки, но они больше такого технического, уточняющего характера, они сейчас есть в этих наших предложениях. То есть какая-то преемственность. Меня очень беспокоило то, что наша работа, хотя она небольшая, и я думаю, что наши порывы сдерживались очень серьезно, было обозначено, что будет реформа, на самом деле как таковой этой реформы не было. Это было такое наведением лоска какого-то. Но все-таки важные какие-то вещи. Мы знаем, диалог кроется в деталях. Иногда неправильно что-то сформулированное, какая-то мелочь, она может к конституционному кризису привести. Это тоже важно. И эти вещи тоже вошли. И сейчас мы имеем, кстати, мы сохранили эту модель сильной исполнительной власти, но сильная исполнительная власть совершенно не означает, что при этом ослабевает законодательная власть. Но, опять же, все-таки у нас этот механизм назначения министров, то есть это совершенно новая вещь. Теперь в диалоге то есть должен строиться диалог между президентом и парламентом по поводу формирования кабинета министров. Это очень важная вещь. Мы даже сами, наверное, до конца не понимаем, что за этим последует, потому что будет формироваться новая практика, она может быть конфликтной, не конфликтной, она будет рождать новые правила.
И пока мы как бы вот, что называется, предложили. И я думаю, что у нас вот точной картины, потому что Конституция такая базовая вещь, как пойдет развитие, а это вот потенциально достаточно такая непростая вещь, которая будет, вот, я имею в виду эту поправку, потом разворачиваться и проявляться интересно в практике. Как это будет, мы посмотрим, я думаю. Астамур, тут Саид как-то уже отметил, если вдруг почему эта реформа вдруг не удалась, и кто это, и для истории, наверное, это сохранится, кто авторами этой идеи был, знает такого варианта. Ты один из двух этих авторов. Тем не менее, почему, в общем-то, что это дает, вот, допустим, оптимизации исполнительной ветви власти, то есть когда мы, в общем-то, ликвидируем полностью кабинет министров и всю полноту власти отдаем в исполнительной власти главе государства? Главным условием того, чтобы эта модель или какая-либо другая работала, нужно, чтобы в стране были свет и вода. Вот. В этом случае успех в большей степени гарантирован. Вот. Гарантирует, что у нас свет и вода будут. Здесь нет такой прямой связи, к сожалению. Вот. Но если серьезно, конечно, я уже не раз говорил, мы на самом деле вернулись к той модели, которую разрабатывал в 1994 году еще Астамур Абба, который является одним из главных авторов действующей Конституции. Вот. И поэтому мы видим, что... Напомню только тем, что в свое время, почему это не получилось, что решили все-таки ввести должность премьер-министра, которая служила бы неким громоотводом, да, от каких-то политических... И потом тоже, конечно, и для оперативных целей, может быть, в то время это было более привычно, потому что это действующая была когда-то схема. Тогда был председатель Верховного Совета и премьер-министр до... Председатель Совета Министров назывался, да. Вот. То есть было привычно для Абхазии, что здесь есть такой коллегиальный орган власти, как правительство. Вот. Но еще раз хочу вернуться к началу, сказать, что первоначально предлагался такой вот проект. Понимаете, он в себе сочетает на самом деле две разные модели действующей Конституции. И причем из этих моделей взято ровно столько, что удобно для работы президента. Создает ему более комфортные политические условия. Вот. То есть, с одной стороны, у нас есть президент, у которого есть по Конституции, он наделен правами и главы государства, и главы исполнительной власти. То есть от него зависит исключительно та политика, которая будет проводиться правительством, нет ни от какого, ни от парламента. Вот как в парламентских моделях. От него полностью зависит кадровая политика. Вот. Вотум недоверия, который может вынести отдельному члену правительства наш парламент, он не носит обязательного характера. То есть получается, что вот это на самом деле вот этот оперативный штаб главы государства и главы исполнительной власти получился очень раздутым. Из-за того, что существует кабинет министров и существует администрация президента. То есть, с одной стороны, за реализацию курса исполнительной власти исполнителями являются главными. Это министерство, они несут главную ответственность, но реальных полномочий в этих министерствах нету. Потому что они фактически сконцентрированы в аппарате кабинета министров, еще выше над ним стоит администрация президента. Администрация президента вообще не наделена по закону функциями органа государственной власти. То есть она все решает, но ни за чего не отвечает. То есть это получилось такая что-то вроде канцелярии монарха или двор, вот в этом духе. Вот. То есть все вопросы ясно, что там решаются, а отвечают, получается, нижестоящие структуры. Вот. И мы, когда обсуждали, какую модель избрать,
Ну, у нас было на самом деле немного вариантов. Мы же ничего не изобретаем нового. Это уже в мире давно все апробировано. Мы, к счастью, никаким новаторством не занимаемся в этом смысле. Есть апробированные пути. Есть президентская модель, есть президентско-парламентская модель, есть чисто парламентские модели. Вот. Если мы оставляем правительство, значит, нам нужно делать президентско-парламентскую республику. Значит, правительство, его состав должен зависеть от того расклада, который будет после выборов в парламент. То есть парламент будет фактически формировать в зависимости от того, какой у него партийный состав. А у нас вообще не решен вопрос с избирательной системой. То есть она будет пропорциональная, останется мажоритарная, будет смешанная. И исходя из этого, из-за того, что у нас эта партийная модель не развита, парламентская модель, нам на самом деле поле для маневра было небольшое. Мы остановили свой выбор, мне кажется, вот вернулись к тому, что у нас было изначально. То есть будет это президентская республика, президент, глава государства исполнительной власти, коллегиальный орган власти, кабинет министров, в который фактически является дублирующей структурой, такой дублирующей надстройкой политической. Он упраздняется. Президент будет напрямую руководить работой министров. Естественно, у президента будет свой аппарат, штат советников и так далее. Мы долго думали, что делать с вице-президентом. Вот. Но потому что была такая идея. Либо он не нужен совершенно, либо если он нужен, то надо сделать как в Америке. То есть, если с президентом что-то не то, или импичмент. Не дай бог, с президентом что не то, вице-президент в Америке, например, становится президентом до конца срока, а не его. Но мы и так и сяк посмотрели и решили, что надо вице-президента оставить, как на случай такого, экстренной ситуации дублера. Ему оставили при этом, но мы не ввели такую норму, как в США, что до конца срока, да. Но он будет выполнять в случае необходимости такие координирующие функции, если понадобится координация нескольких министерств. Или президент в отпуск уйдет. Вот, поэтому мы решили все-таки этот институт оставить. Другой, не менее важный вопрос. Мы обсуждали вопрос избирательной системы. Вот какую вводить. Об избирательной мы потом поговорим все-таки. Вот вице-президент, он по нынешней конституции он исполняет отдельные поручения президента. Вот в этом формате как-то его будет это зафиксировано, его конкретная деятельность? У вице-президента неизбежно будет больше круг обязанностей. Потому что... Нет, может быть гипотетически. Неизбежно. Если это внедрить, у него неизбежно будет более широкий круг обязанностей. Но зафиксировать это невозможно в нынешней ситуации. Я думаю, того, что там написано, достаточно. Того, что написано относительно вице-президента. Потому что это фактически произойдет. Саид, я слежу за той дискуссией, которая там уже долгие годы ведется. И было понятно, что первая конституция, она была написана под Владислава Григорьевича Артема. Под обстоятельства, я бы сказал. Но, тем не менее, считается, что она была написана, сшита. Да, но после этого еще 3 президента по ней поработал. 3 президента было, и каждый раз мы все время сомневались, не большеватый ли костюм, пиджак под действующего президента. Насколько то, что сейчас вы предлагаете, оно будет универсальным для любого человека? Насколько это все-таки он будет контролируем, с другой стороны его амбиции позволят, в общем-то, во всей полноте использовать свои полномочия? Конечно, президентский режим в таких условиях наших гибридных, да, когда не произошел переход все-таки от авторитаризма к демократии, да, но он сам собой разумеющийся, да, это единственный выход, потому что
вот такого резкого перехода, например, к парламентаризму очень сложно было бы сделать и принять такую конституцию. Но я не считаю, что наша конституция, она прям такая уж слишком, да, проавторитарная, потому что есть там все-таки глава 2, и она очень сдерживающий фактор, вот эти права и свободы человека, но они стали насколько сейчас... они соблюдаются, это да, тоже но весьма спорный с другой стороны, на самом деле, тут для этой главы нужна была поддержка в лице Конституционного суда. И вы помните, что эти функции были переданы Верховному суду, и прямо в Конституции это было прописано. Но очень долго это положение все никак не реализовывалось, потому что не нужен был такой еще сильный актор, который, скажем, может отменять положение, отменять, вот, скажем так, указы президента, влиять на законодательство. Сейчас есть, но с другой стороны, я, конечно, не вижу в нем такого... Суд может отменять. Нет, Конституционный суд сейчас. Но Конституционный суд, мы его создали уже, он несколько лет уже создан, но да. Он абсолютно не загружен. Да, он на самом деле не загружен, и я думаю, что он и не будет, конечно, загружен. Потому что вот активность Конституционного суда – это тоже, скажем так, маркер вот тех условий, которые в Абхазии сложились. Ну, перейдем все-таки, да, вот к тому, о чем вы говорили. Нет, конечно, я думаю, что вот эта конструкция власти, которая предложена, она... И произошел все-таки, да, небольшой сдвиг в сторону смешанной формы правления, потому что президент теперь не самостоятельно будет формировать кабинет министров. Ему придется, как я уже сказал, договариваться. И там довольно такой сложный механизм, который может быть как-то вначале показаться, что он все-таки дает преимущество президенту, то, что президент предлагает там несколько раз, 2 раза кандидатуры министров, и потом, если не утверждается во 2-й раз кандидатура депутатами, он может назначить. Но есть возможность спустя 6 месяцев парламенту поднять вопрос о доверии, да, вот тому министру, который не прошел вот через эту процедуру. Это тоже очень важный сдерживающий фактор. Такого не было. Был, конечно, механизм вотума недоверия, но он очень сложный, он очень не прописанный. Сейчас вот у нас есть все-таки вот этот важный элемент, который очень серьезно повлияет вот на конфигурацию власти. Сильная ли она? Ну, я вообще в целом сомневаюсь, что можно нашу власть характеризовать как сильную. Да? У нее недостаточно ресурсов для того, чтобы быть сильной. И мы очень много надежд, я не знаю, действительно ли это так, но не должны связывать с Конституцией. Потому что Конституция даже не вершина айсберга, а ее какой-то там кончик совсем небольшой. Потому что и даже законодательство не в состоянии решить, да, всех наших проблем. Мы в целом мы должны видеть эту линию модернизации нашего государства, которую мы не видим. И я считаю, что у нас нет представления все-таки о том, что мы должны делать с этим гибридным режимом, который у нас сложился. Вот наша Конституция, она все-таки довольно демократичная, но она как-то не очень сочетается, потому что в какой-то своей части Конституция фиктивна на самом деле наша. Вот в той части совершенно правильно вы сказали, вот эта глава 2, например, она абсолютно не действует. Она стала действовать более-менее с появлением Конституционного суда. У нас надежды появились, с появлением полномочного по правам человека такие надежды появились, что вот это вот заработает, потому что без институционального механизма, есть декларация, и замечательно. Вот мы очень любим хвалиться, то, что мы признали всеобщую декларацию прав человека. Кстати, не только в Конституции, аж в 1992 году Верховный Совет признал и так далее. Это все оставалось признанием до последнего времени. И то же самое касается местного самоуправления у нас. Как такового оно номинальное, местное самоуправление, потому что оно все в руках местных органов государственной власти. Там собрания, они И вот у нас есть такие, есть такая фейковость, что ли, каких-то таких важных демократических институтов, которые и есть реальность, реальная конституция. Внутри нашей конституции есть реальная конституция и есть фиктивная. И вот мы начали с того, и я думаю, что у нас, конечно, выбора во многом не было, что мы
с закрепления начали каких-то вещей, но на таком вот уровне концептуальном мы все-таки, я думаю, что не понимаем, что мы, куда мы в принципе идем. Оптимизация – это хорошо, это замечательно, возможно, это служит этой цели. Но, может быть, нужно было о чем-то большем думать, но это как бы не дело, конечно, Конституционной комиссии. Тут еще более широкий диалог нужен, и вот я вот не знаю, каким образом он может протекать в нашем обществе. А вы, допустим, моделировали ситуацию, допустим, вот этих изменений, когда там министра утверждает парламент. Вот сейчас в парламенте создалась ситуация, при которой ни одна сила в парламенте не может преодолеть, как бы иметь хотя бы вот такое обычное, любой вопрос провести. То есть практически невозможно. То есть там есть группа оппозиционеров, есть группа власти, есть группа воздержавшихся, которые все время воздерживаются, либо не голосуют, либо как бы воздерживаются от ни за, ни против голосуют. То сейчас, допустим, вот в этой ситуации, если вдруг там президент начнет предлагать какие-то кандидатуры, я думаю, вот ни один министр не будет утвержден. И возникнет такая ситуация, что все как бы на полгода. Ну, на самом деле, конечно, мы продумали этот механизм, я думаю. Вообще конституционный кризис – это нормальная вещь. Мне кажется, они как-то позволяют взрослеть. Потому что без них, я думаю, что мы бы не понимали, потому что вот и сами депутаты, они должны понимать свою ответственность за то, что они фактически могут дестабилизировать ситуацию. И я думаю, что они все-таки не будут злоупотреблять этим полномочием. Ну, как бы хотелось бы. Почему, кстати говоря, вы правом распуска парламента не наделили президента? Ну, сложный вопрос. Ну, парламент, да, парламент все-таки, да, может предъявлять, я не знаю, это, да, другая модель, это все-таки, да, это уже совсем смешанная. Президентско-парламентская. Да, это совсем смешанная модель, и она, да, здесь как бы, да, серьезно. Вот мы привыкли к тому, что у парламента уже есть вот это право объявить импичмент, да, оно как бы устоявшееся в нашей вот культуре такой политической. И мы видим, что в принципе им довольно сложно. Содержанием мы это, да, но им вообще нельзя да, воспользоваться сейчас. Оно фактически в таком состоянии находится, что им невозможно воспользоваться. То есть, вопрос не Конституция, да, а законодательство. Законодательство, да. Но вот, вот это совершенно что-то новое. Мы, я думаю, может быть, не решились. И это, да, другая действительно модель, смешанная, уж совсем смешанная. То, что мы предложили, ту модель, она президентская, но в ней есть вот этот нюанс. То есть это американская модель, когда там представители органов исполнительной власти, президент назначает согласие Сената. То есть вот это и есть эта модель. Мы как бы не отошли все-таки от этой модели. И мы это сохранили. Но, кстати, я был один из тех, кто предлагал смешанную модель, но я тоже с большой опаской относился к этому праву распуска парламента, президента. Потому что оно, мне кажется, легче все-таки, да, распустить парламент, чем объявить импичмент президенту. Мне Хорошо. У меня другой вопрос. Он касается все-таки, наверное, самого института президентства, самой избирательной системы. Так получилось, что с годами, и, наверное, это мои наблюдения как-то вы тоже, наверное, подтвердите. Я помню просто выборы 2004 года, когда люди приходили в избирательные штабы, и там очень много были людей, альтруистов, которые там действительно видели в этом какую-то перспективу не исключительно для себя, там, для страны, для общества и так далее. Сейчас с каждым разом выборы превращаются в любой избирательный штаб заходишь, и ты знаешь каждый чего, кто вот там простых людей нету, там каждый чего-то обязательно хочет, лично для себя, то есть там пробить. И в конце концов это как бы продуктом вот такого интереса стало, что у нас, в общем-то, некая к власти в любом случае приходит некая группа по интересам, там бизнесменов, преступного мира, там будет такой целый комплекс
куча интересов, где интересы государства, интересы общества, они там в последнюю очередь просматриваются. И вот сейчас я просто наблюдаю по тому, как, что человек там с идеями и так далее, он, в общем, не имея каких-то ресурсов, не имея там поддержки, условно говоря, улицы и так далее, он просто не может прийти к власти. То есть это вот какой-то порочный круг, из которого мы не можем выйти, наверное. Вот как с этой ситуацией бороться? Послушай, у нас мы избрали капиталистический путь развития. И у нас буржуазно-демократическая конституция. Хорошо, хорошо. Да. Мы деньги можем фиксировать, какие деньги уходят там на избирательную кампанию. Что я тебе хочу сказать? Тех правил игры, по которым формировались советские органы власти, их уже, вероятнее всего, не будет. Вот. Когда должны были быть там столько-то рабочих, столько-то представителей интеллигенции, столько-то представителей такой нации, они стремились, чтобы такой получился срез. Сейчас капитализм что такое? Это конкуренция. В основе капитализма лежит конкуренция. Эта же конкуренция у нас и она и в политической сфере будет. Просто теперь задача этих участников политического процесса соответствовать этим конкурентным условиям. Конечно, Конституция она должна формировать правила игры, чтобы это не был совершенно дикий лес. Здесь в этом смысле очень важно вот то, что ты отметил, чтобы в большей степени и со временем все в большей и большей степени отражались интересы общества, нужно задействовать такие институты, как партии. Мы непосредственно не затрагивали избирательную систему. То есть нынешнее положение, сохранив нынешнее положение Конституции, оно не мешает и реформировать избирательную систему путем внесения изменений в действующее избирательное законодательство. Вот. Это необходимая вещь. Потому что... Что такое партия? У нас скептическое к ней отношение, потому что либо это была советская компартия, тоже это была формальная партийная структура, это часть государственного аппарата была. А потом в силу той ситуации, в которой мы находились, партии фактически номинальный характер имели, потому что они к тому же были лишены политических рычагов. Если не дать партии возможность, это не сразу, это пролонгированный эффект. Мы не можем ожидать от конституционной реформы и от реформы избирательной системы быстрых каких-то эффектов. Вот как света нету, раз починили и загорелся свет. Так, к сожалению, так в реформах не бывает правовых. Вот. Партия должна стать политической школой и кузницей кадров. Только тогда была компартия, а сейчас несколько партий должны эту роль играть. И они должны отражать, ориентироваться на разные, так и происходит, на разные слои нашего общества. На разные взгляды, разные идеи, идеологии. Это же борьба идеологий тоже. И мы должны просто этот процесс запустить. Когда он в полной мере раскроется, это зависит от многих обстоятельств. От внешних обстоятельств зависит. Зависит от уровня социально-экономического развития нашей страны. Вот. Но тем не менее, если мы этого не сделаем, у нас выборы будут носить такой местечковый характер. И будут содержать те недостатки, о которых ты, собственно и говорил. Вот. Поэтому этот вопрос мы должны в самое кратчайшее время решить. К сожалению, следующий состав парламента будет у нас по привычной схеме формироваться. Вот. Но мы посмотрим. Я думаю, что он будет, следующий парламент он будет отражать те обстоятельства, о которых я до этого говорил, к которым мы привыкли. Но вот сейчас с вашими предложениями, да. Как они по 3-4 главе, дальнейшая какая судьба будет? Вот сейчас вы озвучили, президенту представили, как их внедрить. Через парламент, мне кажется, просто нереально в виде конституционного закона в силу того, что парламент, он такой, в общем-то, абсолютно сейчас не способен за что-то проголосовать. Как это будет? Или может сделать через референдум? Как-то это все обсуждается? Вы вообще встречались с президентом после этого?
Ну, мы встретились, и президент сказал, что он выслушал каждого из нас, все аргументы. Ну, естественно, он знакомился и до этого детально и с нашими предложениями, и с пояснительной запиской. И он выразил поддержку этому проекту. Дальше что он будет делать? Ну, у него два варианта. Либо выносить на референдум, либо отправлять в парламент. В этом случае... Парламент он сейчас точно отправлять не будет. Я не знаю, президент сформировал комиссию. Мы, за что у нас были разногласия, и с председателем были разногласия, но все равно вот надо поблагодарить Наталью Нуриевну. Она создала условия для того, чтобы мы при всех своих разногласиях к чему-то пришли. Да, при том, что она не согласна с этой моделью. Вот. Мы поработали, вот были бурные дебаты, все, мы сделали проект. Теперь дальше наши полномочия в этой части не заканчиваются. Мы отдаем, ну, по крайней мере, по главам 3 и 4, мы отдали президенту, и теперь его вопрос, может, он консультации с кем-то проведет, как ему удобнее. В принципе, сейчас этот документ, он, я думаю, находится в администрации президента, они там уже выработают стратегию, потому что, на самом деле, какие-то дедлайны есть вообще? Пока нету. Я думаю, что нет, и скорее, конечно, этот вопрос будет рассматриваться. Но если говорится о том, что с следующим президентским выбором эта система должна заработать, значит, все-таки какой-то дедлайн есть. Это если будут приняты поправки, да, потому что нужен будет закон о порядке и введения в силу. Временные сроки. Да, но там это надо будет расписать в законе о порядке введения в силу поправок. Вот. Но пока президент, он должен решить, что, как он им распорядится. Либо на референдум, либо в парламент. Мне кажется, что, конечно, референдум – это высшая степень легитимности. Возможно его совместить, допустим, с парламентскими выборами? Во-первых, в принципе, конечно, есть понимание того, что комиссия будет продолжать свою деятельность. Вот, и... Но она обозначена, какие-то у нее рамки есть, вот сюда лезет, сюда, а вот это... Нет, для нас не ставили никаких ограничений, хотя мы как бы для себя проговаривали, но есть основа конституционного строя, это такая важная вещь, это первая глава, и я не думаю, что мы готовы, да, покушаться на это. И мне кажется, к этой главе нет никаких претензий. Но есть, безусловно, вот со стороны уполномоченного были предложения по внесению изменений во вторую главу. Вот. И, безусловно, мне кажется, что стоит вернуться к главе местное самоуправление. Возможно, стоит... Там реформы провели, но они, кажется, не сработали. Ну, это, опять же, косметическое все. Это какие-то косметические улучшения небольшие. Ну, президент перестал назначать глав администрации из числа депутатов местных. Да? Ну, это хорошо, это на самом деле правильно. Потому что это развязало ему руки назначать кого угодно. Но, с другой стороны, это механизм неправильный с точки зрения того, что там органы местного самоуправления, это вообще... отдельная вещь, независимая от исполнительной власти. Фактически, что происходило на самом деле? Каким-то искусственным образом, да, вот человек попадал в это собрание, и потом оттуда его, ну, вы сами понимаете, но это еще хуже, мне кажется. Сейчас это как бы, ну, местные органы государственного управления входят в эту вертикаль власти исполнительной, поэтому это вполне как бы нормально. С другой стороны, да, вот в той конфигурации, которая сейчас есть, а мы уже можем посмотреть на это иначе. Ну, то есть, если мы говорим о местном самоуправлении, это не только местное собрание, местный парламент, но и местная исполнительная власть. Готовы ли мы как бы обозвать это все местным самоуправлением, и есть ли необходимость отделения как бы, да, от исполнительной власти? Это очень большой, сложный дискуссионный вопрос. У меня вот в этом контексте, Астамуру, вопрос. Периодически я даже где-то встречал, кажется, у нынешнего президента, когда он был еще кандидатом в президенты, кажется, идея была о территориальном пересмотре вот этих органов, по крайней мере, там, касательно правоохранительных органов, потому что у нас действительно очень много всяких судов в районах и так далее. И речь шла об укрупнении. И, допустим, возможно ли, входит ли это в ваши полномочия, ну хотя бы как идеи там проговаривать, допустим, укрупнение, допустим, регионов, да, ну, управленческих этих структур, потому что
мне кажется, там, допустим, когда Чимчирский район, ну, в Восточной Абхазии, да, Кварчальский район администрации, ну, Гульрипский там в какой-то мере, все-таки, когда эти районы слишком датируются с бюджета, в общем-то, они становятся более такими, как бы, безидейными, что ли. То есть их статус чрезвычайно сильно падает. Но, кстати, в Конституции нет отдельных. Есть положение о том, что территориальные эти преобразования они осуществляются парламентом, да, это вот прерогатива парламента. Мы административно-территориальная вот организация, это не часть Конституции, к сожалению, может быть, и можно было бы, но я не знаю. Я все-таки думаю, что это не то, чем мы могли бы заниматься. Да? Это есть все-таки парламент, и вот в Конституции такой механизм. То есть это решение парламента. Но группа, я думаю, этим заниматься не будет. Ну, в крайнем случае, вот мы еще и судебную власть каким-то образом. Хорошо, какие избирательные системы вы сейчас будете заниматься? Избирательная система не входит в сферу нашей компетенции. Изменение избирательной системы не входит? Нет. Ну, это все-таки законодательство. Это вопрос законодательства. А то, что ты говоришь про укрупнение районов, ну, я об этой идее первый раз вот сейчас слышу, вот, честно говоря. Мне кажется, деление на районы, оно основывается на какой-то экономической целесообразности. Сейчас, если, допустим, ты берешь 2 бедных района, укрупняешь, это ничего принципиально нового, ничего хотя бы там на уровне, не добавляет. Кстати, это вот в самой Конституции в главе 1 уже обозначено, да, это территориальное деление, и она это такая, да, вещь неприкосновенная. И все-таки у нас, я сказал, есть консенсус относительно того, что мы первую вот главу. Я особого смысла не вижу в этой территориальной перекройке, потому что, ну, во-первых, тут разные обстоятельства. Есть привычка, как Саид говорит. Есть и в обществе историческое понимание этих областей. Оно давно сложилось. Вот. С другой стороны, я вот в силу того, что большинство районов Абхазии, они находятся в тяжелом экономическом положении, но это, мне кажется, не является следствием, допустим, того, что там на 3 человека больше в администрации работает. Это следствие гораздо более больших и сложных процессов. Вот. И демографических, и с конфликтом связанных, и коммуникационных, каких хочешь. Хоть там клубок проблем. Вот. Там надо искать, не об этом думать, прежде всего надо такого рода административная реформа, она должна быть связана с экономическими реформами. Там нужно думать, какие могут быть экономические смыслы, новые экономические смыслы для этих регионов, чтобы оттуда люди не уезжали. Но у вас вообще вот по ходу заседания Конституционная комиссия, я там посмотрел, все-таки это заседают в основном юристы. Ты там, наверное, один не юрист в нее попал. Нет, почему? Нет, не я, не один юрист. Ну, и ни одного экономиста я там не видел. Вот вопросы, связанные, допустим, с экономикой и так далее, вот как-то обсуждается на такого рода заседания? Ну, вообще, с точки зрения какой-то экономической рациональности, тоже такие аргументы должны были звучать. Потому что вот в вашей реформе... Я, например, даже больше хотел бы, чтобы меньше было юристов, потому что юристы, ну вот они тоже, вот, скажем так, советский этот период очень сильно покорежил эту профессию, они до уровня и просто вот таких вот исполнителей, которые фиксируют нечто, да, эта профессия, скажем, скукожилась, можно сказать. И вот это вот наследие до сих пор существует, поэтому такие вот политических каких-то широких знаний нет, и они, в принципе, не преподаются, и экономических тоже самое. Поэтому нам нужны были, на самом деле, экономисты и больше политологов. Я к чему говорю? Вот вы говорите об оптимизации исполнительной ветви власти, речь идет о значительном сокращении там
части Но исполнительной ветви власти, я хотел бы видеть какие-то экономические выкладки. Да, сколько это по деньгам? Инал, Да. здесь, во-первых, мы не можем это предсказать, потому что как будут развиваться там и вопросы заработной платы и так далее. Это, это вообще за пределами наших вообще наших полномочий находится. Наша была задача выпрямить систему принятия решений. Это мы сделали. Что касается экономики, напрямую тоже это не вопрос Конституционной комиссии, но мы вот хотел бы еще напомнить, одно положение еще затронули. У нас есть в действующей Конституции положение о государственных программах. По действующей Конституции их разрабатывает и утверждает президент. И получается, допустим, президент сменился, следующий президент за них ответственность несет. А финансирование этих государственных программ, оно же осуществляется за счет бюджетных средств. А бюджет у нас формирует парламент. Вот, исходя из этого, чтобы и сохранить преемственность, если, допустим, выработана совместно президентом и парламентом какая-то экономическая программа, я не знаю, демографическая программа выработана, то мы поэтому предусмотрели, что президент разрабатывает, а утверждает парламент. Потому что парламент фактически выделяет финансирование под эти программы. То есть здесь и экономические идеи тоже предусмотрены. Мы думали об этом тоже в этом смысле. Чтобы сохранить преемственность государственной власти в случае смены главы исполнительной власти. На этой преемственности мы все-таки, наверное, будем закругляться сегодня, потому что важно все-таки, чтобы это государство жило не от рывка, рывками жило, и там ее постоянно от каждой... Мы не против, чтобы были рывки в развитии. Но у нас рывки постоянно нас все время в сторону куда-то уводят. Но, тем не менее, основной закон Конституции — это все-таки каркас того образования, в котором мы, в общем-то, будем все жить, и уже в дальнейшем на этот каркас будем нанизывать и мясо, и так далее, и какую-то кровь по артериям пускать. Но без этого каркаса, если этот каркас будет криво выстроен, в общем, нанизывая мясо или там, пуская в него кровь, он может и не сработать. В общем-то, мы, наверное, поговорили о не очень веселой и не очень интересной теме конституционной реформы, но очень важной для дальнейшего развития нашего государства и нашего общества. И на этом будем прощаться. Напомню, что сегодня у нас в программе «Разговор» участвовали Саид Гизердава и Астамур Таня, оба члена Конституционной комиссии, которые на прошлой неделе сделали свои предложения по реформированию 3 и 4 главы. И на этом мы будем прощаться. До свидания. До свидания. До свидания.